Привет, девочки! Всем, кто думает, что не умеет рисовать, не может себе позволить этот красивый и дорогой декупаж на кухне и не может наслаждаться им в обычной повседневной жизни. Это предложение специально для вас. Те, кто следит за этим каналом, заметили, что мои идеи подчиняются четкому алгоритму. Если эксперты отказываются называть это декупажем, не будем спорить. Я не заказывала специальную бумагу для декупажа, клей, краски или лак в дорогих магазинах. Я скачала замечательные принты из Pinterest на флешку и отнесла их на печать на качественный принтер. Ламинирую принт хозяйственной фольгой. Лишнее обрезаю. Для более плавного перехода между принтами и фоном скругляю углы. Можно сразу наклеить на чистую и высушенную бутылку, а можно аккуратно покрыть краской всю бутылку, а затем приклеить для лучшей адгезии между двумя поверхностями. Сейчас у меня масляная грунтовка для дерева, но если есть возможность, предпочитаю работать с грунтовкой или краской на водной основе. Чтобы добиться эффекта матовой поверхности, я промокаю ее кусочками хозяйственной губки для мытья посуды. Не спешите. Перед нанесением сожмите губку и размажьте, не торопясь. Наслаждайтесь, девочки. Красота доступна всем. Не утрамбовывайте, ведь после наклеивания вам придется заново наносить краску или грунтовку. После высыхания, например, на следующий день, приклеиваем этикетку универсальным или силиконовым клеем. Только будьте осторожны, чтобы не вызвать реакцию между краской и клеем и не растворить краску, хотя это маловероятно, особенно если вы используете акриловые красители. Клей не должен недостает, особенно по краям принта. Я установила программу для редактирования фотографий и покажу вам, как виньетировать фотографию перед печатью, чтобы облегчить переход цвета между печатью и фоном. Если этим занимаетесь больше, вы можете выбрать цвет и интенсивность виньетирования.
Вы, должно быть, заранее придумали цвет фона расписываемого объекта. После высыхания мы переходим к приданию бутылке целостности и художественной ценности. Очень сухой губкой слегка промокаем границу между печатью и бутылкой. Мы ступаем как балерина, а не как слон. Этот момент портит прекрасную идею и все, что было сделано до этого, если мы торопимся или отвлекаемся. Бутылки, которые я использую, из минеральной воды. У них достаточно широкое горлышко, и я буду хранить в них фасоль, чечевицу, нут и все остальные зерновые, которые я использую. Они подходят для всех видов пасты и спагетти, фигурок для украшения тортов и многого другого. Вне кухни их можно наполнить пуговицами или рождественскими гирляндами. Поскольку дно я оставляю неокрашенным, я всегда могу посмотреть снизу, что внутри. Я не хочу оставлять непрокрашенный край на обратной стороне бутылки и не хочу обрамлять фотографии чем-то дополнительным. Я не буду лакировать конкретно эти бутылки. Сколько прослужит эта красота? Достаточно долго. Мы же не декупируем посуду, которую каждый день моем в раковине. А при периодическом мытье она прослужит долгие годы. И если какой-то мастер скажет вам, что это не декупаж, не спорьте, какая разница. Если я была полезна, буду благодарна за лайк, комментарий и подписку. Обнимаю.